Я вырос в деревне, где солнце большие часы висели под куполом неба и жизнь отмеряли. Где жили щедротами поля и луга, сахи до косы. Где люди свой труд на земле лишь землей проверяли. Дедушка, да, настоящий был человек, симпатичный, сильный, здоровый такой. Он любил очень, работу любил. Главное, мельницу свою. Он сам смастерил. До колени все время, я его вспоминаю, стоит на воде, так поправляет там каждую штучку. Приезжали осетины, приезжали русские. Со всеми он дружит, мог найти язык. И как его уважали, как любили. Колхоз назывался «Путь к коммунизму». Подотборную работу в сельскохозяйственном производстве наградить председателя правления колхоза «Путь к коммунизму» Зорского района Пушкова Мухаммеда Хасанбиевича почетной грамотой командира полка. Пшеница густыми потоками колышется, будто вода. В лугах под горами высокими пасутся привольно стада. Восходов пылающих зарева, снега на Эльбрусе седом, моя Кабардино-Балкария, мой светлый и радостный дом. Наше село переселилось в 27 году. Оно жило в селении Малга. Вот. Не знаю, как там жить, но говорят наши родители, старики, что там вообще невозможно было жить. Если заходишь во двор, знаете, оказывается в чужом дворе. Перенаселение было. Поэтому по инициативе Конкулова Маша селение переселилось сначала около 30 дворов, а массовое переселение это в 28 году 150 дворов. Когда в стране началась коллективизация, люди сначала не знали, что за колхоз, поэтому побоялись они. Но надо здесь отметить, охотно туда пошли малоимущие крестьяне. Самое главное, бедняки туда пошли. Люди были
абсолютно, абсолютно красивые в работе, в отдыхе, в обращениях. Эти люди были такие, что их забыть очень трудно. Очень трудно их забыть, потому что целый день они работали, выполняли планы. А тут ночью они веселились, все равно нашли время веселиться. Жители соседних сел приезжали сюда смотреть, как стали жить эти камлюковцы, потому что везде орошение. Заложили фруктовые сады. Прекрасно. Об этом знал Калмыков, поэтому они хотели преобразовать селение в агрогород. Сын, дети врага народа. Ну, я это слышал, а не понимал, почему мой отец враг. Что он совершил, что он делал. Некоторые говорили, что неправда это, Толя, ты не верь, твой отец был хорошим, он был революционером. Между прочим, первый президент КПССР. Вот он делал доклад, отец, и вот с этого пленума он уже не вернулся к нам. И мы не знаем, куда его отправили, что с ним было. Но аж потом, уже пройдя время, мы как-то понаслышке узнали, что он где-то в Архангельской области, не то в самом Котласе городе, не то поблизости. Ну, прислали мне документы, там указано, значит, отбывая наказание, он умер. А где дальнейшая судьба его, где он захоронен, кем захоронен, вообще захоронен он, так я и не мог ничего. А нас послали, значит, выслали в Казахстан. Мне было тогда где-то не более 4-5 месяцев. И там, где мы были, нечеловеческие условия были. Нечеловеческое. Зима там ужасная была. Холод такой, носа не высунешь из дома. А летом такая жара, весной и летом. Как раз такая местность, чтобы умереть там. Ну, как приехал, так заболел, слег и умер. Мать умерла, брат, старшая сестра. Что сделали люди сами? Вот эти возносили сами люди. Я никогда вообще не простила этим высокостоящим людям. Никогда. Выступала и на конференциях учительских. Выступала против этих, что вы ваши жены одеваются так, мы должны тоже так. Но так не выступали люди. Вот в чем. Меня же не посадили. Пусть лишат меня этого работы, но я буду человеком, остаюсь. Весь строй, можно сказать так, каждый вот этот думает, что если он образованный, может говорить правду. Люди знают. Самых простых людей надо спросить об этом. Все знают, что случилось. Была оккупирована приблизительно в конце августа 42 года. Немцы сюда вошли, назначили Канкулова, Корней, значит, стал бургомистром. И благодаря Корнею у нас ничего такого
и произошло. Он уговаривает. Эти немцы не задержатся тут. У них нет такое, чтобы они могли здесь остаться. Только нам людей спасти. Вот что. Нам надо спасти всех. До единого, чтобы никого не расстреляли. А это он сделал. Всего никого не расстреляли. Война унесла столько человеческих жизней. Самому старшему, допустим, там 40 лет, а самому младшему 18 лет, 70 человек потерят. Такому маленькому населению это очень страшно было. И каждую ночь, когда ложится, под подушку она ложит себе спички, чтобы зажечь, чтобы он пришел, чтобы она могла встретить мужа, а без огня не сможет увидеть его. Вот мы и национализм говорят. Здесь одни русские были тогда. Как красиво было. Как красиво, как они нас учили. Как они воспитали нас. Те жили, иммигрантские. Плакатные люди. Их нет уже там, только на фотографии остались. Они голодные всего приехали. Даже не показывали, что они голодные. Виду не подавали. Веселились с нами. Как они жили в квартирах, замерзшие, нечем было топить. Мама, это однозначно. Потому что, начиная с подготовительного класса, она меня мучила. Мучила именно по ночам. Заставляла вставать и декламировать прямо в постели. И как раз набирали в Кабардино-Балкарии. Труппа набиралась. Актерская и режиссерская, по-моему, театральное училище имени Щуки. Можно сказать, что меня в эту группу зачислили практически. А потом все-таки... Опять дядя даже, можно сказать, помешал. Вот, в Москву не поедешь, будешь учиться. Раз поступил, доканчивать. Это удивительный год. Это даже мечта. Даже если бы все наше колхозное производство было частно-собственническим, лучшего результата я бы не пожелал. Чтобы каждый год был таким, каким этот год. Это адский труд. Ежечасно ощущать, что за твоей спиной 1780 человек. Чувствовать это. И человек, который не имеет права ошибаться. В этом, конечно, самое трудное. Как можно скорее ввести в своей республике национальную валюту. Он заявил об этом в пятницу в радиоинтервью после того, как не получил зарплату. Не получили ее и многие другие граждане Литвы. Дело в том, что в республике ощущается острая нехватка рублей. Переговоры о поставке рублей в Литву ведет в Москве делегация Литовского банка.
Ну, понятно, что они грызутся сейчас по сравнению с теми годами. Люди грызутся, думают. Вообще обращения нет такое. Что тут получишь? Ничего не получится у нас. Самая большая проблема в селе – это занятость населения. Особенно домохозяек. Тех молодых людей, которые приходят после армии, допустим, и не имеют еще специальности, вот их занимать. В этом плане, собственно говоря, уже действует вот эта аренда. Чайный – это Юрий Жебзухов. Первым я начал. 25 голов откормил, повез этот в мясокомбинат Нарчик, сам сдал. Люди еще говорили, ой, там обманут, там деньги, ничего не получишь. Все равно на свой страх и риск повез и сдал. Нормально все там. Приехал, люди услышали. Ладно, говорит, сдал мясокомбинат нормально, а здесь, говорит, правление колхоза, там бухгалтер и этот экономист урежут, говорит. Я подсчитал все на этот, пошел, вместе сели, подсчитали, каниха вазуя. Разница 100 рублей была. Ну, я ошибся. Я газет читаю, телевизор смотрю, в общем, там кто-то аренду держал, там колхоз не заплатил, там договоры разрывают. По сравнению у нас, в данный момент у нас отлично. Где-то сейчас 36 человек, все молодежь, молодые ребята все откормят. Половина в городе жили, вернулись уже, в селе работают. Это я считаю плюс. Будущее, наверное, в акционерном обществе. Вся собственность, именно колхозная, будет в виде акций, розданы каждому колхознику, чтобы люди могли иметь свою собственность, свою землю. Это самое главное. Иначе вот эта обезличка и тому подобное нас ни к чему хорошему до сих пор, по крайней мере, не приводило. Честное слово, не знаю, вот многие учителя перестали как следует работать. Каждый человек занимается в основном ради себя, ради своего домашнего хозяйства, а детей мало. И сейчас я не могу в школу прийти, не могу туда прийти, потому что ничего уже не осталось. Святости нет. Вот поэтому жители нашего села просили, они говорили, что на берегу реки Малги в течение 2 месяцев не кушая будем ради села, ради жителей села будем писать. Скажите, пожалуйста, да, скажите. А потом я тоже уже в слезе появился, я сказал да, но чтоб вы помогли мне. Я представлял, что это очень трудная работа. Я вот сейчас иногда ночами не сплю, днем дома почти не бываю. Всегда вот на похоронах, на поминках, на регистрациях. Но все-таки я работаю не только для себя, я работаю для людей, для Бога. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم جبتوا زي كده جدانوش لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله
Там медресе будет на 40 человек, комната для омовения, потом комната для чаепития, там, значит, ну, люди будут собираться, чай будет пить. Хороший сад мы сделаем, если живы будем. Это мечеть, не только мечеть, это культурное учреждение будет в селе. А он бюрократически отказался и говорит, что мы только железо знаем, не искусство. Эстетика нет. Эстетика. Это где же наша эстетика? Куда дело? Ни один художник не выходит из сцены нашей школы. Ни один артист. Ничего. Может, ребенок не такой будет, а может, хороший артист. Мы сначала занимались в здании, без удобств, но всегда садик занимал одно из лучших мест. Всегда. Умение подойти к детям, знать психику детей. И все, конечно, все эти годы, конечно, я старалась сделать все лучшее для детей. Самым главным событием, я считаю, то, что мы 70 молодым ребятам выделили землю для обустройства. Есть такие, которые еще не женились, но мы им землю выделили. Потому что если они и женятся, все равно останутся в селе, будут жить и будут продолжать прекрасные традиции, которые заложены в этом селе. В колхозе мы многое намечаем, и чтобы помочь этим молодым застроиться. Вот совместное предприятие у нас тут. Будем стеновые блоки им делать, будем оконные рамы, двери и так далее, и так далее. Я от них потребовал, чтобы они строили великолепные особняки в архитектурном плане, в плане эстетическом даже, чтобы эти дома были на века, чтобы внуки, правнуки там жили.